بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Я прошу от каждой девушки всего лишь на несколько минут зайди в это место с нами. Обращаюсь к каждой девушке, каждый, кто ослушается Аллаха, свят Он и велик, каждый, кто просыпает намазы, каждый, кто ослушает песни, каждый, кто встречается с парнями и общается с ними, каждый, кто унизился перед ними, страсти, телеканалы, клянусь Аллахом, придет один день, и тебя положат на это место. Хочешь ты этого или нет, тебя положат на это место. Одну, не будет с тобой ни собеседника, ни друга. И что ты скажешь Аллаху? О, та, которая сделала Аллаха, свят Он и велик, самым легким из тех, кто смотрит на тебя. И нет тебе дела на то, что Аллах смотрит на тебя. Придет один день, и тебя омоют. Размышляла ли ты в один из дней, что ты окажешься на этом месте, и тебя положат на это место и завернут в кафан в 5 слоев ткани? Почему сейчас многие девушки на свадьбах, кроме тех, над кем смилостивился Аллах, позорят себя? И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, два вида людей из обитателей ада, которых я еще не видел, и упомянул женщин, одетых и в то же время раздетых, которые склоняются в сторону. Я Аллах. Представь, тебя окутают в кафан в 5 слоев ткани, и ты не покрывала свое тело при жизни? Это послание каждый, кто показывает свое тело, будь то на свадьбах и других событиях. Я говорю тебе, берегись, сейчас омытие, листья, где их место? В огне, они станут топливом. И также и девушка, когда она показывает себя в оголяющей одежде, какова цена ее стеснительности? Стеснительность женщины, Аллахи, это доказательство ее веры в Аллаха, свят Он и велик. Я говорю тебе, проснись, сегодня мы во времена торжеств и свадьб увеличиваем ослушание и смуту, кроме тех, над кем смилостивился Аллах. Клянусь Аллахом, придет один день. Аллахи, я знаю много свадьб, где кафан одели, прежде чем одеть свадебное платье. Не обманывайся этой жизнью. Она короткая. Каким бы большим ни был этот мир, и сколько бы ты ни жил, клянусь Аллахом, эта жизнь короткая, и наши дни рассчитаны. Каждой девушке, выщипывающей брови, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, Аллах проклял ту, которая выщипывает брови, и ту, которая их выщипывает. Это послание к салонам красоты. Сколько в этих салонах грехов и ослушания, выставление красоты на показ. Бойся Аллаха, не делай харам, не ешь харам. Аллахи, внутри этих салонов красоты, я не порицаю всех, но там занимаются противоречащими шариату делами, о которых знает только Аллах. Проклятие – это изгнание и отдаление от милости Аллаха. Проклятие Аллаха ляжет на ту, кто присоединит волосы и кто потребует это сделать. Благородная сестра, когда я говорю об этом, мое сердце жалеет тебя, я боюсь за тебя. Я хочу, чтобы ты взяла пример от сподвижниц, от праведниц, со скромной одеждой, той одеждой, просто одев которую ты получишь награду. Поклонение, ты одев скромную одежду, закрывающую одежду, клянусь Аллахом. Это поклонение с момента твоего выхода из дома, пока ты не вернешься, ты будешь в поклонении Аллаха, свят Он и велик. А та девушка, которая показывает свое тело, она находится в грехе с момента ее выхода из дома, пока не вернется домой. Сколько же девушек, которых одел шайтан? Почему? Потому что она голая. Во-первых,
потому что она не молится. Сколько девушек украсились макияжем на свадьбах, не делают ни вечерний, ни ночной намаз. А тот, кто сделал ночной намаз в джамаате, тот под опекой Аллаха. А ты проводишь время на свадьбе, не будучи под покровительством Аллаха. Остерегайся, что на тебя нападут шайтаны. Во время заупокойной молитвы за тебя надушат белым миском и кафуром. Вспомни ясный хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: любая женщина, которая надушилась, а затем прошла мимо людей, и они почувствовали ее запах, является прелюбодейкой. Сколько же девушек надушаются, когда выходят на рынок, на торжества, и потом люди чувствуют запах их духов. Бойся попасть под этот хадис, не зная об этом. Сегодня все мы используем социальные сети, кроме тех, над кем смилостивился Аллах. И девушки показывают себя там, в Кик, в Инстаграме, в Твиттере, общаются с парнями в личке, придуманными именами. Разве ты не боишься единственного и могущественного? Разве ты не слышала слова Аллаха? Свят Он? Неужели он не знал, что Аллах видит его? Аллах видит тебя, о раба Аллаха. Постесняйся Аллаха. Ты показываешь тело, но закрываешь лицо, чтобы никто не узнал тебя, но знай, что Аллах видит тебя. Сколько же девушек, показывающих свои тела в чате, на сайтах социальных сетей, души которых Аллах забрал, а их страницы остались показывающими их тела парням. Я Аллах, благородная сестра, остерегайся этих социальных сетей и остерегайся волков в человеческом обличии. Они охотятся, сидят днем и ночью, единственная их цель заманить тебя в ловушку. Это совет от сочувствующего брата своим сестрам. Бойся Аллаха, свят Он и велик, и думай о наблюдении Аллаха. Знай, что Аллах дал тебе это здоровье, и мой Господь способен за мгновение забрать это здоровье и силу, и оставить тебя лежать в постели. Он может сделать это за мгновение. Но мы должны проявить хорошие манеры к Аллаху. И если кто-то не проявит хорошие манеры к Аллаху, будучи над землей, он проявит его, когда будет под землей, и когда будет стоять на площади в день суда. Последнее послание каждой грешной девушке, каждой погрязшей в грехах, каждой прелюбодейке, каждый, кто общается с парнями и уходит на рынки и торжества, надушившись. Я говорю, дверь покаяния открыта. Дверь покаяния не закроется, пока душа не выйдет и не достигнет гортани. Возьми эту радостную весть, возьми этот аят. Аллах милосердный тем, кто покаялся и вернулся. Говорит Аллах, свят Он и велик. Скажи, о рабы мои, которые приступили к границе дозволенного вред самим себе, не отчаивайтесь милости Аллаха. Поистине Аллах прощает все грехи, поистине Он прощающий и милосердный. Все грехи, большие и маленькие, Аллах прощает все грехи, поистине Он прощающий и милосердный. Аллах прощающий, Аллах милосердный. Он говорит в другом аяте: поистине те, которые покаялись и уверовали и совершали праведные деяния, Аллах заменит их плохие дела хорошими, и Аллах прощающий и милосердный. Почему бы не покаяться? Почему бы не вернуться к Аллаху? Почему бы не одеться скромно? Почему бы не одеть абаю, одеть свой хиджаб? Почему бы не стесняться Аллаха? Это радостная весть в дунья и в ахира. Разве ты не хочешь стать подружкой Аиши в раю, да будет доволен ее Аллах? Разве ты не хочешь подружиться с предводительницей всех женщин Фатимой, да будет доволен ее Аллах? Сделай покаяние, покорись Аллаху, совершай 5 намазов в свое время, держись за свою религию, за свой хиджаб, за свой молельный коврик, за свой намаз, и будет у тебя одно из 2 состояний, когда твое тело приготовят. Или ты скажешь: побыстрее отнесите меня на кладбище, потому что ты видишь свое место в раю. Или ты скажешь: о горе мне, куда вы меня несете, а могила? Или это будет садом из садов рая, или ямой из ям ада. Я прошу Аллаха, свят Он и велик, для тебя покаяние и возвращение к Нему.
Я прошу Аллаха сделать нас и вас, и всех, кто смотрит этот ролик, в райских садах. Дорогая сестра, распространи этот ролик среди своих сестер, на сайтах, в WhatsApp, в Твиттере. И тот, кто указал на благо, подобен тому, кто сделал его сам, будь призывающий. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.